начале XX века духовная культура якутов в основном отражалась в устном народном творчестве, фольклоре. Главным богатством народа до сих пор считается Аланхо – якутский героический эпос. Подробнее об Аланхо мы попросили рассказать директора Музея музыки и фольклора народов Якутии, заслуженную артистку республики Аизу Решетникову. Былыргы был жахтақ жылым бырал ер бұрамамындатығыр, ұрыққоқ сұғылақ жылым улар ер ұлағат түгір. Ал жар қайдағы аспыд жылым аңар ер аныраты хатығыр. Вы все знаете, что древние якуты представляли Вселенную в виде трех миров – верхнего, среднего и нижнего. В нижнем мире жили злые демоны Абагы, а в верхнем мире жили добрые боги Аи во главе с Солнцем, Ирюн Аитайоном. Но одна деталь. Как во многих культурах, Запад считается плохой стороной. Почему? Потому что каждый день солнце уходит, умирает на Западе. И вот поэтому в нашем пантеоне на северо-западе, Западе живут зловатые боги, полуаи, полуабагы. И поэтому вот наш черный шаман некогда, он путешествовал и к нижним Абагы, и к верхним Абагы. И в среднем мире жили люди, которые называли себя родственниками богов Аи-Аймага. И помимо вот нас, якутов, в среднем мире, вот мы представляли, мы же жили замкнуто очень. И помимо людей еще у каждого предмета, у каждого природного явления был свой дух-хозяин Ичи. И обычно наш охотник кормит огонь перед отходом на охоту и поет свое пожелание, чтобы в его отсутствии все дома было хорошо, а там на охоте была удача. И вот вслушайтесь в этот кылыгах, специфические фальцетные призвуки. Дело в том, что этномузыкознание разработало концепцию этнического звукоидеала. Вот все вы знаете русское народное пение. Так во всем мире поют только русские. А вот в этой манере с кылыгахом во всем мире поем только мы, якуты. И кто бы ни запел Валанхо в нашем эпосе, в этой манере с кылыгахом поет свой. В этой манере поют все положительные персонажи среднего и верхнего миров. Герой поет так, невеста, их родственники, добрые боги, вернее, вестники их и так далее, и также покровительствующие ичи среднего мира. Враги в этом стиле, в нашем эпосе, никогда не поют в этом стиле с кылыгахом. Это стиль белых шаманов. Это магический стиль, который имеет такую репутацию связи с верхним миром. Ну а как же пели враги наши в эпосе? И вот когда я писала свое исследование для 6-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», то вот приходилось много этим заниматься, и я открыла, что мужчины Нижнего мира поют совершенно в особой манере. Таким низким голосом, очень грубым, очень такие еще гнусавые. То есть все детали, вот их интонирование, они как бы маркируют. Поет не наш, поет не свой человек. И этот стиль не имел наименования. И я его назвала имитацией кутуру, имитацией пения черного шамана. Стиль черных шаманов, называемый кутуру, он тоже имел магическую репутацию связи с иным, теперь уже с нижним миром. И вот наши сказители, конечно же, для музыкальной характеристики мужчин Нижнего мира. Кто такие эти мужчины? Это сильный богатырь Абага, который появляется в среднем мире, крадет девушку. Наш герой должен ее обязательно вернуть из Нижнего мира. Это ичи, духи хозяева входа в Нижний мир мужчины. Это ичи, духи хозяева огненных морей. Видимо, наши предки знали про вулканы, про какие-то огненные массы подземные. Это ичи, дух полей битв подземных. И вот все они изъяснялись вот в этом
стиле имитации кутуру. И, конечно же, эпические абагы были уже не такие страшные, как вот настоящие те шаманские абаги, которые боялись там все. Эпические абаги были очень похотливыми такими, они очень были такими прожорливыми, и над ними уже все смеялись, они были не так страшны, эти эпические абаги, потому что аланхо — это светский жанр. Ну и еще были также в аланхо комические персонажи, и вот одна из них это девка Абаге. Она обычно влюбляется в героя, она предлагает ему себя в жены. Он обещает, как всякий мужчина, ей жениться, однако, узнав секрет ее брата, оказывается, неуязвимость ее брата заключается в том, что одну из своих кут, душ, он где-то прячет очень далеко. Это аналог Кощея Бессмертного, всемирный сказочный мотив. И герой идет, убивает, достает этот кут душу, убивает душу, убивает брата, убивает ее и, конечно же, никогда не женится. И вот короткая, такая однострочная мелодия является весьма-таки яркой характеристикой вот этой девки Абаги. И второй из этих вот персонажей комический, это была старуха Семяхсин. Ее музыкальная характеристика была точно такой же, как и у девки Абаги, но она только шепелявила и заикалась. В одном из 85 аланхо, которые я анализировала, я вдруг нашла причину такого сходства. Девка Абаги, потерпев поражение, просит героя, побежденная, она просит: пожалуйста, не убивай меня, ну, может быть, пожалуйста, не убивай меня, я буду тебе следить за скотом твоим и буду тебе готовить еду. И вот этот Семяхсин выходит, это когда-то побежденная девка Абаги, но состарилась, зубы у нее выпали, она шепелявит, и напугана на всю жизнь осталась, и поэтому она заикается. И вот поэтому их вот две музыкальные характеристики так схожие. Третий комический персонаж – это парень на посылках, парень-табунщик, раб-табунщик, Сорук Баллур. Его посылают обычно, пойди передай то-то, то-то. И он прибегает к своим хозяевам или от них с поручением и начинает очень торопливо петь взахлеб. И, конечно же, при хорошем исполнении можно услышать, как с акцентом он поет по-якутски, с таким мягким эль. И его одно то, что он поет вот в такой манере, с такой вот ярко выраженной мелодией, с такими окончаниями не спадающими, и метроритмика, которая напоминает характеристику девки Абаги, одно то, что он поет в этой манере, говорит о том, что перед нами не якут, не Аймага, а иноэтнический раб. То есть по музыке можно очень многое определить в аланхо. И завершая свое слово о музыке аланхо, я хочу сказать о том, что, конечно же, это сокровищница нашей культуры, и не только музыкальной, но и театральной, но и драматургической, то есть литературной, поэтической. То есть все искусства, они вышли из аланхо.